Первое место паломничества – город Вифлеем. Эта палестинская автономия хранит одну из главных святынь христианства – пещеру Рождества. Абхазские паломники прослушали божественную литургию на арабском и греческом языках. Необычно для нашего уха звучит восточная литургия. На месте Рождества лежит серебряная 14-конечная звезда. Она согревает сердца всех верующих. Причастие, совершенное в пещере, окрыляет, придает сил. Везде во всех иконах она вот печальная, такая скорбь на лице, а тут она улыбается. Вот, и дай Бог, чтобы мы вот с таким умилением улыбались всегда. Спасибо. Впечатление просто не передать. Выходишь только со слезами. Все время тянет сюда приезжать. Очень приятно побывать на одной из самых святых земель вообще, в принципе, в мире. Чувства непередаваемые. Было очень тепло как-то на душе. И такое ощущение, будто мы здесь уже, не в первый раз, а в принципе, знаете, как всю жизнь. Прям как дома. Очень приятно. В 2 шагах от пещеры находится поле пастушков. Это те самые евангельские пастушки, которые 2000 лет тому назад зимней ночью пасли своих овечек на окраине Вифлеема. Кажется, что ничего и не изменилось с тех времен. Наш автобус проезжает жилые кварталы арабских деревень. И вот появляются каменистые горы, пустыня. Все паломники и туристы подъезжают к православному мужскому монастырю Саввы Освященного. Мы находимся в центре иудейской пустыни. Перед нами монастырь Саввы Освященного. 16 веков здесь идет молитва непрестанная. А сам основатель лавры покоится вот здесь, в центре этого храма. И надо сказать, что храм вообще потрясает своим великолепием, своей монументальностью. По обочине горы видны кельи отшельников. Сюда приходят люди, которые хотят уйти из мира и молиться Богу. И говорят, что в этих местах Бог слышит молитвы. 40-летний инок Савва поселился здесь, в пещере, питался травой, вел беспорочную жизнь. И через несколько лет к нему присоединились монахи. В монастырь никогда не заходят женщины, но это и не нужно. Здесь все пропитано благодатью. На самом дне ущелья несет свои воды река Кедрон, та самая река, которую не раз переходил Иисус. Евангельские события в этих местах приобретают истинную реальность. Манана Кукускир, Эльдар Дамиров, Иерусалим, Абхазия.